Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Азербайджанском национальном музее ковра прошла международная конференция «Ковер. Символ тюркского мира». Молдова демонстрирует успехи в процессе европейской интеграции. Заявление главы Еврокомиссии. В Камрате прошла торжественная церемония награждения педагогов 2023. Основной целью международной конференции «Ковер. Символ тюркского мира» является ознакомлением с новшествами музейной сферы тюркского мира, обмен опытом и знаниями и обсуждение новых проектов. Главный координатор Союза музеев Тюрксой отметил значение, которое имеет проведение этого мероприятия в год 30-летнего юбилея Тюрксой, сообщив, что юбилей будет отмечен специальными программами в 6 тюркских государствах. «Ковры, которые нас объединяют, являются нашим общим достоянием», сказала директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, отметив, что музей ковра является первым и единственным музеем в мире. Музей был основан в 1967 году в Азербайджане. Наш музей объединяет 7 коллекций. Наша коллекция с каждым годом расширяется. Открываются новые выставки. Мы очень хотим, чтобы тюркский мир провел очень глубокие исследования и дискуссии о коврах. В заключении по итогам этой работы будет издана прекрасная книга, добавила она. На конференции с докладами выступили более 30 специалистов из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Гагаузии. Из Гагаузии с докладом выступила Людмила Марин-Карачебан, директор историко-этнографического музея села Бишалма. Глава Еврокомиссии заявила, что Молдова демонстрирует выдающиеся успехи в процессе европейской интеграции. Об этом она сказала на пресс-конференции в Кишиневе 12 октября, после встречи с президенткой страны Майей Санду. В начале ноября комиссия представит свой ежегодный отчет о расширении Евросоюза и оценит прогресс Молдовы как страны-кандидата. В декабре этот отчет обсудят на саммите Европейского совета. Эти дискуссии напрямую повлияют на ваше будущее как страны ЕС. Отмечу, что вы демонстрируете выдающийся прогресс. Я впечатлена стремлением Молдовы двигаться вперед. Призывать вас активно участвовать в этом процессе, сказала глава Еврокомиссии. Она подчеркнула, что солидарность Европейского Союза с Молдовой непоколебима. В Камрате прошла торжественная церемония награждения педагогов 2023, приуроченная к Международному дню учителя. Впервые мероприятие прошло в столь масштабном формате. Оно собрало около 2000 представителей системы образования региона. Это менеджеры образовательных учреждений, педагоги, преподаватели КГУ, колледжей и профессиональных училищ, воспитатели дошкольных учреждений. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул, принявшая участие в торжестве, поздравила педагогов, поблагодарив их за нелегкий труд. Центральное место в школе занимает и будет занимать учитель. Вашу неподдельную любовь, вашу заботу и теплоту невозможно заменить. Позвольте выразить слова глубокой благодарности и восхищения в ваш адрес. Пожелать вам мира, крепкого здоровья и семейного благополучия. Председатель Народного собрания Гагаузии в своей речи подчеркнул важность и значимость педагога в жизни каждого человека. С благодарностью и уважением поздравляю вас, педагоги Гагаузии. Пусть ваши ученики будут вам признательны. Пусть в ваших домах будет мир и уют. Спасибо за ваш вклад в будущее нашего общества, за заботу и терпение по отношению к каждому ученику. За высокие показатели, за успехи учеников и за кропотливый ежедневный труд в этот день были награждены 158 педагогов. Высшей наградой орденом Михаила Чекера награждена учитель русского языка и литературы гимназии имени Минакюся села Бишалма Любовь Кара. Педагогический стаж Любови Александровны составляет 55 лет. Звание «Почетный гражданин Гагаузии» присвоено учителю немецкого языка и литературы теоретического лицея имени Дмитрия Карачебана, муниципия Камрат, Марии Сапунжи, директору гимназии имени Сынку, село Котовское, Георгию Чебану.
Чимишлийском районе появился модернизированный зал для заседаний. Подробнее в репортаже наших коллег. Noua componență a Consiliului Raional Cimișlia va beneficia de o sală de ședință modernizată, asigurată cu echipament pentru sistem audio-video integrat cu funcție de votare și înregistrare. Recent, agentul economic care a câștigat licitația cu procedura de achiziții prin cerere de oferte de preț, SRL Genial Invest, a instalat setul de echipament în sala de ședință a Consiliului Raional Cimișlia. Este vorba de utilaj audio-video în sumă de 377.000 lei. Acest lucru a fost posibil grație proiectului Asociației Oștești Prospect din orașul Cimișlia, transparența procesului decizional la nivel raional, proiect implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin ALDA, Asociația Europeană pentru Democrație Locală, care au finanțat 50% din proiect, și anume 184.000 lei. Restul 50%, 184.000 lei, a fost contribuția Consiliului Raional Cimișlia. А здесь скобку вот здесь специально души, касвада, шизыва. Am vedere. Dacă strasă jaluzele și nu intră atât de multă lumină, ziua oricum totul o să fie posibil de văzut. Da. Că nu este chiar într-atât de multă lumină ca să bruieze vizual. În viitorul apropiat, utilajul va fi testat și verificat, iar prima ședință a noului Consiliu Raional Cimișlia, ales la 5 noiembrie 2023, va avea loc deja în sala de ședință modernizată cu un sistem audio-video integrat cu funcție de votare și înregistrare. Acest material video este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul proiectului EU for Accountability. Conținutul aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene. Рубрика «Выборы 2023». Центральная избирательная комиссия опубликовала и распространяет через своих представителей по всей Молдове информационные материалы о предстоящих местных выборах на 5 языках нацменьшинств – русском, украинском, гагаузском, болгарском и ромском. Об этом в ЦИК сообщили 12 октября. В гиде избирателя по всеобщим местным выборам 5 ноября 2023 года и листовках содержится информация о выборах, которые пройдут этой осенью. Избиратели могут узнать, кого они будут избирать, кто основные участники избирательного процесса, кто может и не может голосовать, какие документы нужны для голосования, какова процедура голосования, что делать, если заметили неправомерные действия. Гид и листовки на всех указанных языках нацменьшинств доступны на официальном сайте ЦИК в разделе «Всеобщие местные выборы». Кроме того, ЦИК совместно с Альянсом Инфонет выпустил гид избирателя в аудиоверсии, а также на языке жестов. С этими материалами также можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии. Напомним, что на общих местных выборах 5 ноября 2023 года гражданам Молдовы предстоит выбрать 898 мэров и 11 058 местных советников. Окружной избирательный совет Кишинева уже зарегистрировал 19 кандидатов в мэры столицы. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети. До скорых встреч!